Сейчас мы посмотрим, каким образом копируются формулы в таблицах Google, и заодно разберемся, какие бывают типы ссылок. У нас есть таблица, в которой мы видим наименование продаваемых товаров, их цену и количество, которое у нас покупают. Давайте посчитаем стоимость. Для этого нам нужно цену умножить на количество. Мы видим, что у нас получилась вот такая формула. B9 умножить на C9, ячейка B9. Цена умножена на ячейку C9, количество. Далее, если мы эту формулу потянем вниз, то мы увидим, что в следующей ячейке уже автоматически стоит B10 умножить на C10, то есть цена бананов, умноженная на их количество. Это значит, что при протягивании формулы нам не придется каждый раз ее перебивать. Формула автоматически подставляется в отношении тех ячеек, рядом с которыми расположена, то есть в ту сторону, в которую мы эту формулу подвинули. Это называется относительной ссылкой. Записывается она вот таким вот обычным образом. Номер столбца, его название, и номер строки. Далее, если у нас есть некая ячейка, которую мы хотим закрепить в нашей формуле, то работает это следующим образом. Давайте посчитаем, сколько будет скидка 20%. Для этого мы умножим стоимость на размер скидки, который указан вот в этой ячейке B6. Теперь посмотрим, что произойдет, если мы ячейку будем протягивать. Формула считает верную стоимость, но скидку подставляет из несуществующей ячейки. А это значит, что необходимо было в нашей основной формуле вот здесь закрепить вот эту ячейку таким образом, чтобы при протягивании формулы ссылка на ячейку не менялась. Делается это следующим образом. Мы нажимаем клавишу F4, и как видим, ссылка на ячейку поменяла внешний вид, добавились вот такие значки доллара. Этот тип ссылки называется абсолютная ссылка. Сейчас мы посмотрим, как она работает. Протягиваем формулу и смотрим в любую из ячеек. У нас умножилась стоимость, соответствующая этому товару. Все правильно, то есть этот пункт нашей формулы поменялся, но при этом ссылка на ячейку со скидкой не поменялась. Таким образом работают абсолютные ссылки. Мы закрепляем ячейку, и при протягивании формулы эта ячейка остается закрепленной и никуда не уезжает. И далее есть третий тип ссылок, он называется смешанный. Бывают случаи, когда нам нужно закрепить не целиком ячейку, а либо строку, либо столбец. Это делается с помощью смешанных ссылок вот таким вот образом. Мы умножим стоимость товара, при этом мы закрепим ее вот таким вот образом. Видим, что значок доллара стоит только перед номером, перед названием столбца. Это значит, что мы закрепляем столбец, но не закрепляем строку. Каким образом это делается? Мы нажимаем клавишу F4. При первом нажатии мы полностью закрепляем ячейку, получаем абсолютную ссылку. Если мы нажмем F4 еще раз, мы получим смешанную ссылку, которая закрепляет строку. И нажимая в третий раз, получаем
смешанную ссылку, которая закрепляет столбец. Четвертое нажатие смешанную ссылку отключает, превращает ее в относительную. Нам нужно закрепить столбец. И это значение для получения скидки 30% мы умножаем вот на эту скидку 30%. Но мы помним о том, что нам дальше нужно будет протягивать формулу вот сюда, скидка 40, скидка 50. И здесь они тоже закреплены, поэтому здесь мы закрепим строку. Видим, столбец у нас не закреплен, строка закреплена. Это значит, что при протягивании формулы ссылка на эту строку сохранится, строка всегда будет шестая, а вот столбец будет меняться. Посмотрим, как это работает. Протягиваем вниз и протягиваем в сторону. И смотрим любую из ячеек. Мы видим, что у нас стоимость умножается на скидку 30%. Все правильно. Смотрим следующую скидку. Вот здесь, например. Стоимость берется из того же столбца, но скидка у нас уже 40%. И теперь смотрим последний столбец со скидкой 50. Стоимость подставляется из столбца по-прежнему D. Скидка подставляется из нужной ячейки в столбце E. Еще раз посмотрим, как мы сделали эту формулу. Мы сделали две смешанные ссылки. Первая часть этой ссылки закрепила нам столбец D, и при протягивании формулы, неважно куда, вниз или вправо, это значение может перемещаться только в рамках столбца D, то есть вверх или вниз. Меняется цифра, но не меняется буква. И второй компонент формулы – это размер скидки. Здесь мы закрепили наоборот строку шестую. Это значит, что строка останется прежней, но при протягивании формулы вправо или влево будет меняться столбец C, D, E и так далее. И посмотрим, что будет, если мы формулу скопируем стандартным способом. Нажмем Ctrl-C, Ctrl-V. У нас поменялась формула. Да? Мы видим, что здесь ссылка на D9E6, а здесь уже на D9F6. Таким образом, копирование не сработает. И для того, чтобы нам ссылку скопировать в том виде, в котором она есть, мы ее полностью выделяем. Нажимаем Ctrl-C. После чего вставляем ее в новую ячейку, нажимая Ctrl-V. Вот теперь у нас в двух ячейках идентичная формула. Этот урок – часть курса по изучению табличного редактора. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.